Ducha Świętego. Pan z wami. I z duchem Twoim. Radujcie się zаўсёды у Пану. Jeszcze raz кажу, радуйте się, Pan bliska. Перепросим за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласть в эту наисвятейшую охрану. Spowiadаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, заўсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Боже, Ty бачиш, з якою вірою народ Твой чекає свята народження Пана, допоможи нам подрихтовать наши сердца, как мы с радостью и с хвалеванием святковали таинницу нашего спасения, Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарит в едности Духа Святого, Бог, разу все веки вечные. Аминь. Читання книги пророка Исаии. Узрадуется пустыня и сухая земля, и степ узвеселится и засвіте, як шафран. Буде пригоже цвести и тешиться, и радоваться буде, и спевать. Слава Ливану будет дадена ему, гонор Кармелю и Сарону. Яны убачать славу Пана, велич нашего Бога. Умацуйте слабые руки, узмацните дрожачие колени. Скажите малодушным, будьте отважными, не бойтесь. Вось Бог ваш, помста прийде, отплата Божия. И Он сам приходит избавить вас. Тады вочы сляпых будуць бачыць, і вушы глухіх адкрыюцца. Тады кульгавы, як алень падскочыць, і язык нямых усклікне радасна. Выбаўленыя Панам вернуцца і прыйдуць на Сіён з радасным спевам. І вечная радасць акрые іх галовы. Вяселле і радасць наполнить их, а журба и стогны зникнуть. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Прийти, о Пане, как усих нас бавить. Прийти, о Пане, как усих нас бавить. Бог навеки заховає верность, справедливо судить покривджених, хлеб дає покорным, Пан визволяє в'язня. Прийди, о Пане, как усіх нас бавить. Пан очі слепим открыває, Пан узнімає
Приди, о Пане, как усих нас бавить. Пан сироту и вдову подтримливает, аж на грешных крывляет. Пан владарит навеки, Твой Бог в Сионе с поколения в поколение. Приди, о Пане, как усих нас бавить. Читание Святого Евангелия погодля Матфея. Читание послания Святого апостола Якуба. Терпливими будьте, брати, аж но до Христя, Пане. Ось земля роб, чакає каштовного плоду землі, і біля його довго терпить, покуль не отримає плод, ранній і поздній. Будьте терпеливыми и вы, умацуйте ваше серце, бо наближается Христе Пана. Не наракайте, браты, один на одного, как не быть осудженными, бо суддя стоит при дверях. За приклад терпливости и великодушности, браты, возьмите пророков, якие промовляли от имя Пана. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Дух Пана Бога нам небу Пана мастер менее, аж дышать добрую новину Божию. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан с вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия погодля Матфея. В той час, коли Ян почув у в'язниці причини Христа, послав учнів своїх спитатися його: «Ти той, який повинен прийти, чи нам чекати іншого?» І сказав їм Єсус у отказ: «Ідіть, вестите Яну то, що чуєте і бачите. Слепые знов бачать, и кульгавые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат. Померлые воскресают, и убогим обещается добрая новина. И счастливый той, кто не будет сомневаться у мне». Коли ж яны пошли, Иисус почал говорить народу про Яна. «На что вы вышли у пустыню глядеть? На трястину, якую ветер хистает? На что ж вы ходили глядеть? На человека, обранутого у мягкие шатры? Кто носит мягкие шатры, находится у королевских домах. На что вы ходили глядеть? На пророка? Так, кажу вам, и на вас больше, чем на пророка. Это той, про кого написано: «Вось я посылаю анёла моего перед тобою, який подрихтує тобі дорогу». Справді кажу вам, сярод народжених женщинами не з'явився більше за Яна Хрестителя, але найменший у небесному владарстві більший за його. Це слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Слухаючи сьогоднішнє читання, перше, друге і третє, і знаючи титул этой адвентовой недели «Гаудате», чи «Радость», нема тут радости в этих читаниях. А може не такая, якою би чоловік сподівався. Бо ми зазвичай шукаємо радості в наших справах, покладаємо эту радость у інших людях, собі маримо об этой радості, але вона десь не нашим уділом, вона далеко від нас. Чому? Бо справи заводні,
Люди так само засмучають, і не все в наших руках, то, що ми можемо учинити. І тому так легко нас охистає смуток. А автори сьогоднішніх читань говорять об радості іншої. Радость, яка має бути, опиратися на фундаменті Бога. Бо цю радость ніхто не знищить. Будемо читати у Святим Писанні, ані моль, ані рза не знищать її. Гэты скарби себе шукайте, які не будуть знищені. А гэтым скарбам, скаже, ёсць сам Бог. Каб мы туда зазирнули и хотели в нашем житті змагатися. І сьогодні ми чуємо пророка Ісая, «Узрадується пустиня і сухая земля, і степ узвеселяться і зацвіте, як шахи». Чому узрадується пустиня? По-перше, пророк говорить тому, что народ выбранный, который был у неволі єгипетської, его туда никто не притянул, он сам пришел. Як мы пам'ятаємо, от Юзефа розпочнеться, что народ выбранный перебазуя у Єгипет, где та справа життєва ситуація, яка Ізаїсея примусить їх там бути. І в певному моменті трапить у неволю єгипетську. Будуть працювати вельми тяжко. І тому, коли вони вийдуть з этой неволі єгипетської, та пустиня узрадується, чому бо обітниця Божия, яка була дадена, вона буде сповнена. По-друге, сухая земля і степ узвеселяться. Що відбувалося на степі? На степ виганялося бидло. Можна сказати по-нашому, може коров пасуть. Здесь треба було їх вигнати, коли вони вийшли вон. Це означає, що пан пророк говорить, что тыя, кто дзесьці у сваім граху, али годны, каб атрымаць збаўлення, Бог учыніць усё, каб нас выгнаць з гэтай нашай сітуацыі. І тут прыклад можна припомніць сабе братанка Авраама, які таксама у Содоме і Гаморе ёсць, і пан пасылае сваіх двух анёлаў, якія іх оттуда выганяюць, не хацелі адарвацца ад гэтых маёмасцяў, ад гэтага добра. Гэтыя анёлы, можна сказаць, выцягваюць іх з гэтага дому, дзе за хвілінку, за некалькі гадзін згарыць серкаю і Содома і Гамора. У такі спосіб, гэта таксама пан хоча, каб мы у нашым жыцці былі выгнаныя з нашых рамкаў. Памятаем, два тыдні тому назад, 3 тыдні тому назад я говорил про тое, што чалавек дзесьці чымсьці сябе абмяжоўвае, і потом чуецца у гэтым, хтосьці бы сказаў, вольны. Ёсць такая порода птушак, якая знаходзіцца ў клетках. І калі адчыню гэтую клетку, нават давай яе разбярэм дашчэнтна, то гэтая птушка адтуда не выйдзе. Бо яна мяркуе, што яна знаходзіцца у свабодзе, а ўсё, што поза клеткай, гэта не свабода, гэта абмежаванне, гэта небяспека. І часамі мы себе так абмежавалі ў нашым жыцці. І тут говорить, что сам Бог придет, как выгнать с наших рамок наше життя, как мы могли наново поглядеть на свою перспективу життя, для чего мы покликали, для чего сти больше. Так народ выбранный не хотел выходить. Памятаем, не хотел выходить. И Пан робит 10 этих проклятий, где наконец народ выбранный сам утекает от этих проклятий, утекает на пустыню. И тому что это такой степ, и эта пустыня, она так масно виднеется. Будя пригожа цвісти і тешиться, і радуватися будя і співати. Як пам'ятаємо, заспіває потім народ вибраний, перекерується мора і цю пісню хвали Пану, прославлення Пану, яку ми так само співаємо під час свят Вігілії з мертвих повстання. Після одного із читання нема слова, гэта слово Божие, а відбувається псальм, який є тягом тої речі, яка відбулася. Як це вельми важливо. І маємо тут така города, які написано «Слава Лібану, буде дадена йому, гонор Кармелю і Сарону». Слава Лібану. Чому? Бо гэты народ він покликали для чогось більше, до Сіону. Сіон – це город небесний, до якого мусить город Єрусалим, до якого чоловік повинен імкнутися, щоб досягнути справжньої радості і справжнього володарства і свого покликання. «Умацуйте слабые руки, узнімите
дрожащие колени, скажите малодушным, будьте отважными, не бойтесь, Господь Бог ваш. Помста, прийдя, оплата ваша. На кого это пророк звертає увагу? У чим тут радость заключається? А у тим, що пан Бог в опошні дні зробить усе, щоб це зло, яке дійсно панує, щоб його упокорить, щоб показати, що чоловік древний, який древно поступає, который грешит, что негодников войти у этой гражданский Сион. Что задрожит их колено, что они будут бояться, а лишь это им поможет. Это уже залежит от нас. Бо чоловік має на опошні хвилини свого життя, має можливість, шанс навернутися, змінити своє життя. І далі скутки автор описує, що буде. Він сам приходить і збавить вас. Тоді очі сліпих будуть бачити, уші русих відкриються, тоді кругові колені подскажуть і так далі, і так далі. І в цьому проявиться воля Пана. І має тут таке читання. Євангелію, яку ми сьогодні прочитаємо по Євангелію Матфея. Чуємо про Яна, який знаходиться у в'язниці, можна сказати, в якихось рамках своїх, в якоїсь клітці, докладно так. І має учнів, які її прийняли. Тут є дві речі, на які варто звернути увагу. По-перше, Ян, можливо, учнів своїх відправляє від себе, тому що свою місію виконав. І говорить, ідіть до Євса Христа. І запитайте, чи він той, який має привести, чи так само має чекати іншого. І хтось сказав, що Ян Хреститель дійсно не повірив. Ні, він вірив, але своїх учнів тим способом ідіть. Там є щось більше, ніж я. Не тримайтеся мене, але і розвивайтеся в своєму житті. Шукайте другої перспективи. А цією перспективою з'являється сам Бог-Створитель, який так само мене створив. І коли приходять учні, вони бачать, що кругові ходять, глухі чують, сліпі бачать, написано, померлые воскресают, и убогим обвещается добрая новина. Это опошнее слово. Кому новина добрая можно обвещаться? Усім. Але хто її прийняв? І убогим обвещается добрая новина. Тільки чоловік убогий, який не заповнений цим світом, не тільки убогий матеріально, але живучи і надіючись, і покладаючи свою надію на цьому світі, не може почути Божє Слово. Бо воно образ цього світа ніколи в житті не проб'ється до моєго серця. І тому опошнє слово євангелісти говорить, який Ісус Христос робить чим? Обвіщає незвичайні новини, добрі новини. Коли ми чуємо смутні новини, то ми засмучаємося. Але коли ми чуємо добру новину, то ми радуємося. Неділя Гаудата, неділя радості, ми так само маємо зрадуватися, що ми ще, мимо того, що вже за нами половину Адвента, ще живемо. Може, завтра помремо. І що ще є час, щоб ми почули цю добру новину. Що ще є час, щоб поїсти висповідатися, батюшка Олександр, сподобає конфесіоналі, можна заглянути, визнати свої грехи, як чистим серцем приготовиться на надходящее свято. А может, не дочекающее свято? Я не верю, как это будет. То есть Пану Богу одному ведому. И это и есть, это слово, какие тут чувствуется, как мы захотели отчинить наше сердце и принять это Божие слово, якое мимо того, что мимо этих свет где-то пробивается и не доходит до нашего сердца. И бачим, что чинить апостол? Православие апостола Август Яна. Калиш яны пошли, Иисус почал говорить народу про Яна. А куда они пошли? Нет, они пошли. Может, пошли за Иисусом Христом. Может, вернулись до своего життя, до своих рамок, до своей перспективы. Может, вернулись до Яна Христителя, бо що не зрозуміли. Куди вони пошли? Чому автор не говорить, куди вони пошли? Бо в образі цих людей з'являється кожне знання. Куди ж мы пошли? Конечно, мы пошли. Куда мы идем? Отказаться на такое питание, какое вельми важное, в этой половине Адвента уже не важно, идем святкувати час Божого народження. И тут Иисус Христос говорит про Яна Хрестителя, этого не буду говорить, а что наиважнейшее в сегодняшней Евангелии автор Яна Хрестителя
называя невеликим, называя посланцем. Посланец, то ангелус из латины. А ангелус в латине это анёл. Иначе, czyli висланник Бога. Висланник Бога. І Ян Христос тут з'являється як той, хто з'являється таким аньолом у тілі людським. Іде, як показати перспективу нового життя. Не тільки показати, а дати посвідчення своїм життям і своєю смертю. І посилаю аньола моєго перед тобою, який подрихтує тобі дорогу. Так смогу звучать сегодняшние Евангелие. Просим, браты и сестры, как и мы в нашем житии, в нашей перспективе життя, могли вывести из этих рамок. А это так само не сомневаться. А вот Иоанна Крестителя, вот еще другая перспектива Иоанна Крестителя. Бо Иоанн Креститель есть духовный молодый, переживая кризис своей веры, кризис своего покликания. Боже, ведь увязнете и тому, отправляя учеников заведаться. И Иисус Христос говорит, идите и скажите нам, не рассказывая, а не то, что бачите. Что вы бачите? То есть потребно для вашего разбавления, хочется сказать, как мы в нашем житті умеем бачити ті знаки, на які шмат хто бачив, кульгавая ходили, прокоженная вылечившими, глухие чули, а им это не помогло в избавлении. Нет. Если я вот тут зараблю, мне это не поможет в избавлении. Мимо того, что я зараблю тут, имя Пана Бога. Нет, это не означает, что я себя человек. Тому это вельми важная перспектива. Не важно, что я чиню, важно, какое я сердце, какое у меня сердце, какое у меня сердце. Просим за тем, как мы умели наше сердце в эти опошние дни еще раз оценить на пробачающую любовь доброго и милосердного Бога. Amen. Веру в одиного Бога и сердце могутного Всего вашего и неважного, народженного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, пред всеми веками, Бога от Бога, светлого от светла, Бога соправданного от Бога соправданного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, ради Бога все сталось, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и втеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрижовали как само за нас, при Понтии Пилате, был замучены и похоронен, и на третий день воскрес, по обе Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов прийде у хвале, судить живых и померных, и его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцов и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял про пророку, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и хрост для отпущения грехов, и шагаю в воскрешение померных и життя вечного в будущем свете. Аминь. За Бога, який родился Христа, оказывая всю свою милосердность, все наше исполнение. Просто молимся, что ты костел, который надышает всему свету вечную любовь Бога, объявлял Его в Христе. Верующим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тех, кто в ближайший час примет сакрамент Господа, ставший детьми, и они годно прославляли Бога и просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наши семьи, как пановал их Божий супокой и взрастала взаимная любовь. Просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за женщин, які чекають з'явлення на світ дитятка дитяті, как оно було для їх криницей справдної радості. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, собраних на вечер Ивана, как мы умеем дякувати Богу так само за хвилины выпробования и терпения в нашем житті, необходимым для нашего очищения. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутний Боже, выслухай наши молитвы и учеников, все люди щиро поверили у Тебе и верно виконували Твою волю. Раз Христа, Пана нашего. Аминь.
Молитеся, как мою и вашу, я офяру прийняв Бога и сетите вам усмею. Нехай Пан Бог прийме офяру с рук твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Дозволь нам, Пане, заданным сердцем складать Тебе нашу офяру, яко исполняется Евхаристичная таятница, и дай, как она здійснила у нас плен Твоего исполнения, раз Христа Пана нашего. Аминь. Анна духом твоим, уколу сердце, узносим века Пана, подякуем Пану Богу нашему, годна века и справедлива, за правды годна века и справедлива, слушна и исповедна. Как мы завсёды всюди Тебе складали подяку, Пане святый Ойче всемогутный вечный Божа, прав Христа Пана нашего, и Он придержим своим Христи с покорою принявши тело, выконал Твой спрадвечный наказ, и нам открывший шлях до вечного спасения. И он знов придя взяне своей славы, как дать нам обетанные дары, яких мы вчуваем надея и чакаем. Тому зыганёла верханёлами святыми святыми, мы обвещаем Твою хвалу, разом тими ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышиях, благословленный Твой, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышиях. Соправды Боже, Ты святый и справедливо хвалить Тебе все Твое творение, Бога Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действия эмоции Духа Святого Ты все оживляешь и освещаешь, и неспынно избираешь народ Твой, как от усходу солнца и до заходу складал имени Твоему чистую офяру, тому едности с усим костелом увершитель дня, как Иисус Христос у вас кровь и пославный апостолов Духа Святого, раз Христа покорно молимся Тебе, Пане. Освети, Боже, и Духа Твоего, какие дары, якие вы принесли Тебе на офяру, как станциями, телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно идти нам наказав здійснять эту таємницю, и Он, воем тую ночь, коли был выполненный, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, благословил, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Вярите и ешьте с этого все, бо это есть тело Мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynem po wieczery udział kielich i podzięku Tobie składający błogosławił i podał swoim uczniom, każący: «Wierzycie i picie z Jego ucznia, bo это есть kielich krwi Mojej nowego i wiecznego zawietu, jaka za was i za mnogich będzie prolita
для отпущения грехов. Это примите на мою память. Это великая таемница веры. Обвершаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего Христа в хвале. Panie, wspominajcie gwałtowną ruchu swojego Syna, a tak samo Jego cudowne воскресение и небушности, czekające Jego druhого príścia, спотякую, складая Тебе эту живую и святую оферу. Взглянь, просим на дар Твоего Костела, и прими Его, як оферу, якой Ты пожелал быть милостивым. Дозволь, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом в Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отрымать спадщину с избранниками Твоими, найперв с Наисвятейшей Панной Богородицей Марией, со святым Юзефом ее обранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, со святым Архангелом Михаилом, Иоанном Павлом II, святой сестрой Фаустиной и всеми святыми братья-заступниц, яких мы сподяемся на Твою нестомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавый, умацовать у веры и любови Костел Твой, який припрямує на землі, со слугой Твоим, папом нашим Львом, біскупом нашим Юзефом, с усими біскупами, усім духовенством и всім народом Тобой откупленным. Будь милостивый до просьбы в этой семье, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый воинче, ласкаво з'єднай собою всіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых, братов и сестер, и всех, кто власти Твоей одышал с этого свету, милостиво прими благодарство Твое, где и мы сподеемся быть, к образом зими, за все радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана нашего, праз Якова одорвая свет, усялякими добронами. Праз Христос, Христови у Христе, Тебе, Божа, Ojca Всемогутный, уедности Духа Святого, уся пошана и хвала, правду Тебя и вечная. Аминь. Бог нас так полюбил, что спаслал нам Избавителя Своего единородного Сына, тому смелуемся казать, Отче наш, Который возлюбит, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, а избав нас от зла. Просим Тебе, Пане, избав нас от всякого злого, дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были за все вывольны от греху, и захованы до всякого неспокою, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно за Твоей волей, а дарить его супокоем и едностью, який живешь и владаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде с вами. И Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Як віриш на себе, краї світу, змилуйся над нами, Богу
смилуйся над нами, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, а дари нас упокой. Господи Боже, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, как ты войшов на меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
сказал, какие не полнуйся, Мария, ласки Божией причины, ты народишь Бога Сына. Молимся. Rozumíte, velitelství Boža, kad moce i Petra nebeského církvu brečivšia a Satana, iba vychtovali a dali vychodáčích sviatov, čas Krista, Pána našeho. Amen. Святые инширатни нашей парафии, в понедельник, у середу, у 6:45 раницы, у субботу так само, у 8 годин раницы, у четверг, у 19 для тех, кто не может, а так само кожен день бывает святая имша у 19:00. Можно набывать оплатки на вигилийных столах, вяжется их предназначенные на будову 20 снежня, у суботу, ближайшую после святой имши у 19:00 отбудется молитва прославления, на якую запрошая наша молодь и Михаэльки. У наступную неделю, 21 снежня, в парафии отбудется традиционно парафиальный вигилийный кирмаш. Захвочуем до уділу. Так само в наступную неделю о 9 године на нашей парафии прибудет Бетлеемский огонь. Можно будет взять его додому. Наступная неделя, 3 месяца, инвестиционные ущербы, предназначенные на будову. Звертаемся с великой просьбой записывать хворых, как они могли полно и годно пережить настоящие святы. Раз весь возможно приступить до споведи полгодины перед святой имшой, и коли всех не успею высповедать, ну такая ласка после святой имши. Не откладывайте споведь на опошний момент. У вторник 16 снежня починається новина Пречистятка Єсус. Адорація Пана Єсуса кожен день з 14 до 19. Дякую за керование и складывание на будову супольную и индивидуальную молитву, спеву, праву литургичную, а так само тем, кто дежурил. Помолимся за тех, кто на этом тыдне святкует дни народжения, именины, юбилеи, кто чекая народил детей, добротеев и родавцев санктуария Божьей милосердности и за нас, заручающих кожного по отцовству, обеты Мати Божией, Ружанцова и Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, наших потребах, не погорчай молением нашим, и от всякой злой приходы выбавляй нас завсюду. Анна, праведная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас зарушай, Сыну Своему нас отдавай. Добро, что вы есть, что приходите, примите Божие благословение. Пан с вами, И с Духом Твоим. Нехай вас благословляет Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите у покоя Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангел Михаил, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і ласт от злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Хвала, Хвала Тебе, великий Бог. Хвала Тебе, великий Бог.
славлю я Тебе, и счастливый я, что Ты